Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вами интересуется, у кого к вам есть интерес, кто этот человек и в чем заключается его либо ее интерес. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Просто повторите вопрос от своего имени, так спросите, кто мной интересуется. И пусть нужная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, вы популярны, вы очень и очень популярны. Здесь очень много людей вами интересуется. Мои хорошие, это общая отсыпка. У кого-то отыграется 1-2 персонажа, а у кого-то прям все отыграются. Да, возможно, вы очень популярный человек, интересный, яркий человек. И действительно к вам идет вот прям непрерывный поток интереса. Да? Все хотят знать, что вы, кто вы, чем занимаетесь, как живете, что делаете. Давайте начнем вот с мужчины. У мужчины очень длинный нос. Может быть, это его анатомия. Да? Вот он действительно обладатель длинного носа. Ну, либо нос как бы длиннее, чем обычно. А может быть, его показали именно с длинным носом, потому что он пытается узнать информацию о вас. То есть человек сознательно, осознанно ищет и добывает информацию о вас. Вот как будто бы в окна вам пытается подсмотреть. Может быть, ходит около вашего дома, там подпрыгивает, заглядывает. Возможно, человек пытается у кого-то расспросить, собрать информацию о вас. О том, как живете, с кем живете, чем интересуетесь, что любите, что не любите. Да, у человека желание не упустить свой шанс. Только я не могу понять, то ли вы уже вместе общаетесь, то ли человек только лишь собирается, да, войти в вашу жизнь. То есть ему не хочется получить от вас отказ, поэтому я собираю информацию, чтобы знать, там, какие цветы любит, какую кухню любит, там, любимое блюдо, любимый цвет, где любит отдыхать, там, пьет, не пьет, да, вот узнает все, есть ли в вашем сердце кто-то. Человек вас постоянно видит, но вы его при этом не видите. Ну, либо на него просто не обращаете внимания. Вы можете жить по соседству, вы можете вместе работать, да, либо ходить в одни и те же места. Но вы на него внимания не обращаете, либо он там специально в тени держится, прячется, а он прям глаз вас не спускает. И вот мне идет, что узнает о вас информацию, добывает тяжелым трудом информацию. Возможно, он не знаком с вашими знакомыми, там, ну, близкими людьми, там, расспрашивает рандомных людей, там, соседей, либо коллег. Ну, понятно, что не все там коллеги знают, какое ваше любимое блюдо, либо соседи навряд ли знают, как вы любите отдыхать, либо там, какие цветы вы предпочитаете. Также мужчина у кого-то отыграется, например, ведет слежку в соцсетях, то есть он перекапывает эти соцсети, он вас разыскивает, он, если у вас есть аккаунт, он там на нем пасется, он просматривает все ваши связи, все ваши контакты, он пытается вот как угадать, либо понять, ну, ваше сердце свободно, либо вы с кем-то в отношениях, да, вот идет именно такая серьезная подготовительная работа, нос длинный, он его прям пытается засунуть в вашу жизнь, чтобы не иметь отказа, да. Скорее всего, этот мужчина, вот когда соберет полное портфолио по поводу вас, вот он будет делать первые шаги, например, подойдет познакомиться, будет предлагать вам там, пообщаться, свидания будет предлагать, да, вот как-то так мне идет. Ему хочется вас радовать и удивлять. Ему хочется, чтобы вы сказали: ах, ты читаешь мои мысли, да, ты такой классный, типа, да, конечно, я с тобой там пойду на свидание. Либо он вам там дарит цветы ваши любимые, вы такие: а, как ты узнал? Он такой: я сердцем почувствовал, хотя до этого он собирал на вас информацию. Хочется вас удивлять и поразить, и хочется, чтобы вы прям, ответили взаимностью, да, чтобы не послали на 3 буквы, а именно ответили взаимностью. Мужчина по возрасту приблизительно как вы,
у кого-то отыграется совсем там небольшая разница в плюс, либо в минус. То есть там небольшая, это там пару лет, да, либо пару месяцев. Но опять же, этого не видно. То есть эта разница, она практически неощутима. Сам по себе он человек неплохой, но очень какой-то дотошный. Вот человек, который не может, не умеет и не хочет проигрывать. Вот почему он к вам не подходит, а собирает информацию? Потому что для него каждый проигрыш, каждый отказ – это очень болезненная история. С одной стороны, как бы да, человек хочет быть победителем по жизни, а с другой стороны, за каждую победу нужно драться и сражаться, а не так вот, знаете, выстилать себе дорожку лепестками и вот прям на готовенькое приходить. Немножко какие-то проблемы, наверное, вот есть в этом плане. Но опять же, вам потом судить, и вы уже будете решать, хотите вы с этим человеком общаться или нет. Если вам кажется, что за вами кто-то следит, это вам не кажется. Вы просто интуитивно улавливаете, что кто-то действительно вами интересуется и собирает по поводу вас информацию. Дальше, мои хорошие, показывают еще одного человека, но с этим человеком у вас была связь. Сейчас эта связь разорвана. Причем разорвана, ошметки какие-то валяются. Скорее всего, какой-то был резкий момент. Расстались вы достаточно болезненно, достаточно непросто. Со скандалом, может быть, ссорой очень крупной расстались. И вот время прошло, и этот человек, с кем вы расстались, он так и не смог никого другого полюбить, встретить, да, с кем-то сойтись. Может быть, пытался там с другими женщинами выстраивать отношения, но как бы они вам в подметке не годятся, понятно, что ему это не подходит. И вот он мытарился, маялся, искал вам замену, да так и не нашел. И со временем стал склоняться к тому, что вот лучше вас никого не существует. И то, как было хорошо и удобно, комфортно в отношениях с вами, с другой женщиной он получить не может. Даже там с самой молодой, самой прекрасной, там, не знаю, самой богатой, он не может получить ту нежность, то тепло и ту любовь, которую давали вы. То есть ваша любовь, она какая-то уникальная, ее невозможно заменить, ее невозможно забыть. И вот этот вот бывший, получается, да, у кого-то бывший муж, у кого-то бывший парень, интересуется вами, в частности, вашей личной жизнью. Он-то вас знает, да, знает уже, какая вы, что вы любите, чего не любите. Он интересуется, вот есть ли у вас кто, да, свободны вы или нет. Я так понимаю, что он где-то прям в каком-то труднодоступном месте находится. Нет прямого контакта. Может, живете вы сейчас в разных странах, в разных городах. И нет того, кто бы ему про вас мог рассказать. Ну, в плане, там, может, друзья от него тоже отвернулись, когда вы расстались. Либо вы уже не общаетесь с теми людьми, с которыми раньше общались. И вот ему прям кровь из носа нужно понять, вы сейчас одна, либо с кем-то. И вот, скорее всего, если он узнает, что вы сейчас свободны, да, то, скорее всего, он будет пытаться вернуться в вашу жизнь всеми правдами и неправдами. Тем более вы его знаете, он такой, что соврет и не покраснеет, да, за ним не станет. Может там наговаривать вам что угодно, вот лишь бы вернуться. Возвращается он к вам, хочет к вам вернуться, потому что с вами было супер, да, с вами было невероятно комфортно, тепло, легко, вы очень заботливая, вы его прям на ручках носили, да, оберегали его, он чувствовал себя как у царя за пазухой. Ему нужны эти ощущения, и ему прям не хватает этого. Но тут даже не от большой любви он это делает, а скорее он делает это потому, что человек эгоист, скорее всего, да, эгоист. И он любит не потому, что он любит, а потому что там, за любовь к себе. Да? Вот вы его любите, и он типа вас любит. Но опять же, считается он только с собой, со своим интересом. Скорее всего, вы это понимаете. И, возможно, даже по этой причине вы с ним расстались. То есть зачем вам жить с эгоистом, терпеть его, да, холить или леять, а в ответ что? А в ответ ничего, да? А в ответ пустота. И вот хочется вернуться. И этот мужчина, он такой, он, понимаете, он пятерку на себя может надеть. Пятерка — это значит, он может там сказать, что я там чем-то заболел, там мне жить осталось ровно там 3 месяца, да, я хочу эти 3 месяца прожить с тобой, потому что я там тебя люблю, ну, типа, заботься обо мне. Мужчина может еще там что-то придумать, что его там обманули, там еще что-то сделали. В общем, девочки, будьте поосторожнее. Если вы начнете там сильно ностальгировать, да, то вы можете опять вернуться в это кольцо прошлого. И опять потом будете из него выбираться. Этот мужчина, он
Мне вот кажется, что он кроме себя вот никого не может полюбить. И с другими женщинами он не сошелся, потому что они с него требовали, что вот вкладывайся в отношения, там, люби меня, там, заботься обо мне. А он как бы не может этого дать, да, он только лишь привык брать от женщины, брать от вас. Так что будьте поосторожнее. Я бы на вашем месте там не сильно ему бы верила, хотя, конечно, для вас это будет немножечко, волнительно, да, когда бывший там начнет вам опять написывать, названивать, либо лично появится. Но опять же, это при условии, что вы сейчас одна. Если у вас кто-то есть, и он об этом узнает, он не придет. То есть это не тот человек, который прям будет бороться, сражаться за любовь. Скорее всего, вы и сами это прекрасно понимаете. Так, еще вами интересуется женщина. Женщина, которая, она очень сильно вам завидует. И ей очень хочется, чтобы вы потеряли свое доброе имя. Вот она прям уверена, что вы очень плохой человек, что все, что у вас есть, нажито нечестным путем, что вы всех обманываете, что вы, я не знаю, там какой-то деятельностью занимаетесь, запрещенной, либо аморальной, социальной. И вот она такая: я выведу ее на чистую воду, я всем покажу, какая она там нехорошая, распущенная женщина. И вот у нее как навязчивая идея добыть информацию по поводу того, что вы там к чему-то причастны, либо в чем-то замешаны, либо, опять же, какой-то аморальный социальный образ жизни ведете. Вы с этой женщиной то ли работаете вместе, то ли вы с этой женщиной, вот как-то соприкасаетесь. Допустим, вы можете быть соседками, вы можете быть в одном обществе, в одной компании даже можете быть. Вы можете даже быть в родстве с этой женщиной. Да? Вот у нее навязчивая идея погубить вашу репутацию, вернее, открыть всем глаза, что вы не такая, за кого себя выдаете. Поскольку вы человек яркий, хороший, добрый, вас очень многие любят, уважают, ценят. Она очень завидует этому и ревнует. И такая, типа, чем я хуже? Я намного лучше. Да? Вот я всем докажу, что она плохая. И она буквально, не поверите, но она выспрашивает людей, с кем вы общаетесь, да, она к этим людям прям цепляется и выспрашивает, да, а что вас связывает, а что там, типа, эта женщина там от тебя хотела, либо что она тебе предлагала, там, знаете, вплоть до того, что там, если с каким-то мужчиной вы пообщались, и она об этом знает, она может вцепиться в этого мужчину и спросить, типа, вы спите, да? Она что тебе, типа, там, услуги эти оказывает интимного характера? В общем, как сумасшедшая какая-то. Действительно ненормальный человек. Сразу хочу сказать, что ее затея ничем хорошим не закончится. И буквально от нее люди начнут шарахаться. На нее как на ненормальную будут смотреть. И она, понимаете, уже скатилась до того, что с кем бы она ни общалась, неважно по какому делу, по какому вопросу, она всегда переводит разговор на вас. Вплоть до того, что она приходит, не знаю, в кассу там, банка, да, либо куда-нибудь там на кассе в супермаркете стоит там, и начинает кассиру рассказывать о том, что вы такая прям из себя строите, на самом деле вы ужасный человек. И этот кассир на нее смотрит, думает: господи, больная какая-то, что делать, полицию что ли вызвать, либо дурку сразу вызывать, этих медиков, да, чтобы ее забрали, в смирительную рубашку ее одели. Просто больной человек. Может быть, она изначально была нездоровая, да, тут с вами столкнулась, да, посчитала, что вы прям перешли ей дорогу, что из-за вас ее не замечают, что из-за вас она не получает там долю своей любви, популярности, может быть, какой-то. И она начинает эту грязную деятельность. Скорее всего, вы понимаете, о ком речь идет. Возможно, вам хорошо известна эта женщина, возможно, вы уже не раз с ней там соприкасались, и, возможно, вы ей даже сказали, что не лезь ко мне, да, не лезь, иначе пожалеешь. А она как бы не понимает, она не может успокоиться. Что я вижу? Я вижу, что эта женщина скоро столкнется с тем, что пока она ищет там провокацию, либо создает провокацию по поводу вас, у нее в личной жизни какие-то неприятности будут. То есть хотела вас уличить, да, а получится, что в личной жизни как все потеряет. Может быть, действительно с такой женщиной токсичной даже муж не захочет жить, либо парень от нее уйдет, так и скажет: ты одержимая, ты ненормальная, то есть зачем мне с тобой жить?
ты там дома ничего не делаешь, ты вот бегаешь, всем рассказываешь, что кто-то плохой, а сама ты какая, да, ты там за детьми не смотришь, ты мне время не уделяешь, да, там работу не работаешь, зачем ты мне нужна? То есть у нее какие-то проблемы в личном начнутся. И опять же, она будет вас винить, скажет, вот это из-за нее у меня это все. Просто да, вам, скорее всего, не повезло, и вы с таким человеком столкнулись, да, по жизни столкнулись. Может быть, на работе, да, в коллективе у вас такая барышня, но явно нездоровый человек, и тут, как бы, знаете, обнять и плакать, да, по-другому тут и не скажешь, тут уже, наверное, ничего не поможет. Так, еще вами интересуется кто-то из ваших родственников, но интересуется не столько вами, а вашим материальным положением. Человек либо уверен, что вы там деньги лопатой гребете, и вам просто уже некуда их складывать, да, все в мешках забито, там квартира вся под потолок забита мешками с деньгами, вот, и вы там типа с бедными родственниками не делитесь. Либо этот родственник за ваш счет хочет решить свои какие-то материальные проблемы, либо имущественные проблемы, жилищные проблемы. Человек интересуется, да, что у вас там есть, чего у вас нет, и как можно там, опять же, за ваш счет что-то свое сделать, протянуть, решить. Может быть, даже хотят вас, по-родственному, конечно, чего-то лишить, там, наследства, допустим, лишить, там, законной доли лишить, либо вам в обяз что-то поставить, что типа, мы же родственники, вот плати, да, помогай и плати. Прям уверен либо уверена родственница, что у вас очень много денег, что вы там прям просто деньги там направо и налево раскидываете. Ей хочется ничего не делать, но ваши деньги хочется и считать, и себе в карман ложить. Вот ужасно. Это ужасно, да, с такими родственниками, как говорится, и врагов не надо. Очень неприятный человек, честно, неприятный. Как паршивая овца, да. В Аватаре паршивая овца. Может, даже с детства этот человек таким был. Может, в вашей памяти он таким есть, либо она такая есть. Но вот человек со временем только хуже стал. Так, еще вами интересуется какой-то человек, но тут как на профессиональной теме интересуется. Возможно, вы специалист, возможно, вы на работе, да, допустим, на работе вы себя хорошо зарекомендовали, у вас хорошие результаты, и ваш начальник либо начальница вами интересуется в плане того, чтобы вас там развивать. Может быть, отправить на какие-то курсы, получить дополнительное образование, либо какие-то дополнительные там лицензии, допуски, разрешения, да, вот хотят вас либо развивать, повышать, либо хотят, возможно, расширить ваши полномочия, может быть, в подчинение, там, дать вам людей, либо людей в ученики вам дать, да, чтобы вы обучали, делились своей грамотностью, мудростью, своей квалификацией, профессиональными навыками. Интересуются именно с профессиональной точки зрения, к вам присматриваются и на глаз пытаются определить, вы заинтересованы или нет, скажете да или нет. Возможно, вы мама с детьми, да, и как бы ваш начальник либо начальница рассуждает, что, скорее всего, вы можете отказаться, потому что это большая нагрузка, да, работать, еще учиться, еще семья, там детки, особенно если маленькие. Вот. Какие-то такие мысли, пока это на уровне разговоров и на уровне изучения вашего личного дела. Но, скорее всего, я думаю, что вам будут предлагать, и для вас это будет большой неожиданностью, потому что событие показано слева. И вот еще так показано, что вот начальник либо начальница, чем больше про вас узнает, тем больше хочется вас повысить, либо отправить на обучение. Да? Вот как вы самый достойный человек из всех вот этих подчиненных сотрудников компании. Вот так мне идет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.